Здравствуйте, друзья! Даже когда наши собаки никому не нужны, из последних сил стараюсь хоть кого-то отправить в хорошую жизнь. Хорошей жизнью называется любой двор с заботливыми людьми. Если даже они берут седьмой собакой, это лучше, чем жить в сотне собак. Отправляют туда, где не убивают. Сейчас везде тяжело жить, но там не убивают. Вот, например, уехал возрастной добряк Азурчик в Эстонию. Он так любит природу, полежать на солнышке, милый, безобидный, добрый, а у нас он видел только вольер. Да, очень тяжело даются все отправки из-за титров, из-за бесконечных вакцинаций, из-за отмены транспорта и переноса поездок. Уехала Моника, которую хотели осенью усыпить в Якутске, и на титры, которые мы с вами собирали. Очень тяжело и нервно. Но тем не менее, я очень стараюсь, чтобы они находили дом, даже если это будут единицы. Я не раз обращалась к вам, чтобы разобрали собак наших, замечательных якутских, по одной, за которых мы так все ратовали и желали им жизни. Но, увы, меня никто не слышит. Вот никому не надо и точка. Ведь вы неравнодушные, сердобольные люди. Но возьмите третьей, пятой собакой. У нас есть и 15-килограммовые, небольшие. Но ведь тяжело же их сейчас стаей содержать, а еще и прятать в дебильной сложившейся ситуации. Как жалко, что вы не видите, чего мне стоит каждый прожитый день с ними. Не видите моих истерик. А еще надо следующим собакам также делать титры, чтобы в следующем месяце у нас еще кто-нибудь уехал. Друзья, спасибо вам, что помогаете выживать в такие тяжелые времена. Спасибо каждому из вас. Спасибо передержкам. Они труженики невидимого фронта. Посмотрите, как они моют, чистят, убирают от снежного потопа после зимы и изобилия воды. Уже многое сделано, ведь все плавало в воде. Но как много еще предстоит. Выкачивать грязную дренажную воду из колодца и ежедневно по 2-3 раза насосом. А пока приходится ездить за водой на колонку. Воду набрали. Завтра будет что пить. И так каждый день на протяжении месяца уже, да? 3 недели, месяц, сколько? Уже не помню. Это не просто протянуть шланг и открыть кран. Это тяжелые емкости с водой, чтобы воду пили не ржавую и не дренажную, но силы на исходе. Помощников нет, и главным всегда остается покупка корма. Собрали с вашей помощью на 4 передержки 170 тысяч. Это примерно по 13 мешков, а надо еще на 2 передержки. Поэтому нам надо дособрать еще хотя бы 25 мешков, примерно 1050. Помощь еще остается актуальна. Пожалуйста, помогайте. Помогайте дособрать и на другие передержки тоже.